Практически все законы и нормы, которые вступают в силу в декабре, так или иначе облегчают жизнь россиян. У них будет меньше проблем, чтобы узнать о своих льготах. Врачам будет проще разобраться с задержками денежных выплат. У бизнеса появится новый аргумент для своего преимущества на рынке. Так, с 1 декабря в России будет запущен классификатор строительной информации. Он поможет наладить оперативный информационный обмен инженерными данными между участниками строительных проектов. Классификатор объединит базы данных разных профильных ведомств, что поможет им быстро и эффективно получать необходимые сведения. С помощью классификатора можно будет онлайн отслеживать ход строительства, например, жилого дома по программе долевого строительства, и оперативно реагировать на проблемы с графиком и прочее. Классификатор будет доступен в интернете. С 1 декабря любой человек, который имеет доступ к порталу госуслуг, сможет узнать, какие льготы и социальные услуги положены именно ему. А с 2022 года, как предусмотрено законом, о всех социальных услугах и выплатах можно будет узнать по телефону. А медицинские работники с 1 декабря смогут жаловаться по интернету, если им вовремя не перечислили положенные выплаты. Это касается врачей и медицинского персонала, которые работают с заболевшими коронавирусом. Жалобу можно будет направлять через официальный сайт Фонда социального страхования или через портал госуслуг. С 14 декабря начнут действовать новые правила оформления больничных листов. Лист нетрудоспособности, как и прежний, можно будет выдавать как в бумажном, так и в электронном виде. Но теперь онлайн-больничный не положен безработному. Для формирования электронного больничного нужно представить не только документ, удостоверяющий личность, но и СНИЛС. Сотрудник сообщает работодателю или работодателям, если он работает в нескольких местах, номер своего больничного. По нему и СНИЛС работодатель запрашивает данные в информационной системе Фонда социального страхования о листе нетрудоспособности и рассчитывает пособие. А тем, кому предписана, например, самоизоляция в ковидную пандемию, получить электронный листок нетрудоспособности можно будет без личного посещения врача. С 20 декабря начнет работать новый единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих господдержку. С помощью реестра владельцы компаний и самозанятые смогут узнать, какие субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее им положены. Пока же для этого необходимо изучать различные реестры, которые размещены на официальных сайтах органов и организаций. Но часто случается, что не вся информация там публикуется. Теперь же сведения о господдержке будут как на ладони. Введение адресных новогодних выплат в России решит множество семейных проблем. Об этом заявили в Комитете Госдумы по труду и социальной политике, отметив, что пандемия нанесла серьезный удар по экономике и отразилась на финансовом благополучии граждан. Однако авторы инициативы уточняют, что эти выплаты должны быть исключительно адресными. В качестве примера приводятся выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей. В итоге деньги получили не только те, кто в них действительно нуждался, но и люди с высокими доходами, это семьи банкиров и менеджеров госкорпораций. Планируется, что получателями таких новогодних выплат могут быть малоимущие и многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры или все названные категории в зависимости от возможностей бюджета.